старый сарай. Все, уже нет, его убрали. Убрали, распилили на дрова. И сегодня мы должны сюда привезти песок. Песок, не знаю, там мужики соберутся или нет после обеда. Но должны привезти сюда. Вот на это место там низина. И пару телег на УАЗике должны привезти. Огород спахали. Но это только, как и прошлый год, только вот это для мелких саженцев, там, для лука, для еще что-то. Вот этот. Там Маша что-то занимается большим огородом, там подготавливает тоже к спашке. Вон сестра тоже там старые. Что-то мусор, что ли, собирает с огорода. Корни у травы там, травой зарастает ранней весной. Эти корни. Вон Умка помогает копать. Умка помогает копать. Умка! Умка! Как тебе намордник? Наморднике всякую дрянь не кушает. Все ей любопытно, все ей любопытно. Красавица. Правда на привязи, но пускай пока так. Ух. А там работает. А там работает на поле Маша и Катя и сестра моя Раиса. А мы тут с сумкой вон. Черемуха уже вся зеленая. Листики вот уже зеленые, но пока вроде не цветет еще. Но уже холода наступают. Должна от нас 160 километров в Сатукаре к югу. Там уже цветет. У нас пока нет. Такая черемуха растет во дворе. Рябина. Опять черемуха. Вот такие. Это тоже рябина, вот это тоже рябина. Вот эти два куста тоже черемуха. Где-то там Умка сидит на привязи, ждет нас. Смотрит издалека на нас. Катюша уже там дровами занимается, эти, которые спилили. Огородом уже там на огороде вроде, что было там, мама попросила, сделала, уже дрова уже сюда складывает. Умка там где-то лает. Помните, пилили тут этот горбыль. Ох, этот горбыль такой. Очень манливая как бы работа с этим горбылем.
Ну и сюда она будет перетаскивать. Да, дядя Ваня уже песок подвез. Сейчас будут разгружать на вот эту кучу. Место, то есть вчерашнее место, где это было. Старый сарай был. Там яма образовалась. Вот сюда, в эту кучу. Давай, давай! Сейчас тебя бока выколошь, блин? Бери больше, кидай дальше, пока летит, отдыхай. Да, дядя Миша? Давай я снимаю песок, я сцепленный. Песок снимаю. Давай, давай. Давай, давай. Одна телега уже почти разгружена. Как обычно, дядя Миша, Алексей, дядя Ваня. Мои помощники. Сейчас МТЗ с краном не очень-то найдешь. Пока их там упрашивать, да что, да, что уже быстрее самому привезти. Вот так. Ну что, друзья, мужики разгрузили одну телегу, поехали за второй. А я уже буду заезжать, и у меня такая дилемма возникла. Думал я вот здесь на старом месте сарая поставлю вот еще такой вольер. А тут вот разобрали мы этот сарай. И так получилось, что открылся, такое, свободное место получилось. И думаю, а может вот продолжение этой темы вот сюда. Сюда поставить вольер. Тут одна стена уже, считай, готова. Здесь на 2 метра выйти. И туда где-то метров на 4. И будет нормальный вольер. Вот. Ну и если получится, конечно, так и сделаем. Что потом? Вон там, наверное, уже вторую машину мужики везут. Сейчас будут опять разгружать и заедут тоже домой. Все, готово. Вот такая куча песка у нас получилась. Ну что, мы уже, так сказать, обедаем. У нас сегодня мама сварила, когда ты успела сварить-то? Успела сварить суп из утки. А угощал нас наш друг Руслан этой уткой. Большое спасибо. Он какой суп, он горячий, ароматный. Мы всегда, можно очень много блюд из утки сделать, а вот я всегда люблю из дичи. Самое простое блюдо это суп. Шид. Шид из утки. Утка шид у нас по-коммунски называется. И кушаем мы это самое с одной тарелки. Это тоже национальная традиция. Всегда есть в одной семье с одной тарелки. Почему-то так. Давай. У вас дома, когда жила еще там дома. Так же было? Так же было. Все кушаем с одной тарелки вот так. Ладно, сейчас я буду кушать. А на этом все. Всем пока. До новых видео, друзья. Пока. Всем пока.